Не, я как раз буду тут. Не, буду стоять. Ха-ха, добрый день, добрый вечер. Я приехал. Рады бачить проєкт Пакович, а вот так. Ну, сьогоднішня наша зустріча, вона така більше присвячена все ж таки святам, які ми чекаємо, коляди. Ну, поскольку ми не так часто зустрічаємося, можливо, ми щось придумаємо, що такий концерт за гроші. В Домі культури, в центрі, як він зараз називається, хімволокно. Областный ты, может, какое? Ну, это на соковик, я сподіваюся, може на красовик. Зараз, хоп. Меня тут накормили драниками, ядровой, кавы дали, цукерки. Такое, думать не хочется. Поскольку не так давно, 26 листопада, был день народження у Короткевича Владимира Семеновича, мы робили концерт и перевыдали диск, який, може, кому потрібно сьогодні, можна буде набити після концерту. Я почну с песни на верш Владимира Короткевича, а после этого будет шмат премьеров молодежных. Так что я рад видно, что шмат молоді пришло на концерт. Белорусская песня. Где мой край? Там, где вечную песню перебила режь, там, где днем на заходе помнить ворожую кровь, где на взвышах наваганских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты лежишь там, где синяя Припять ласково веется, где София плыве над твиной Невы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот, забьется. Коли навод сляпым и глухим я пришел до тебя, что сляпым, навод мертвым вспомню высокий озор, над ракою червоный тьмяный полет кажанов, белый ветрось на гордых, на синих, и як мора озер, и бары океаны, и небо разбило ильном. Где мой край? Там, где люди ніколи не будут рабами, что за полюку носит ярмо безнадейной турне, где осилки хлопцы молодыми зарастают дубами, а мужчины, як скалы, ударишь и зломится меч. Где мой край? Там, где мудрые продки у хвоях поснули, где жанчины и як радостный сон у стогах на зары, а дівчати, як дощ золотий, а сивые матулі, як жнивье з паутинням і добре сонце в гори. Там звенять неумеручие песни на полные груди, там спрадвеку гучить моя мова булатный клинок, тая гордая мова, якую тады не забудем, коли солнце землею в опошні заглибиться змрок. Лай, ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-лай, ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-лай, ла-ла-лай. Ты наш край, ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских, зничек густых фосфоричная рать. Ты наш тяг, что никому на свете, никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, темячу своевать. Мы клянемся тебе, порозною своей першей на поле, и опошней, раллей на якую упадем в журбе. Мы клянемся тебе, что николи, так николи не кинем тебе. Ай, ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-лай, ла-ла-лай. Другая песня трошки веселейшая, ну,
принципе, веселые. Так само навеш Владимира Короткевича. И сегодня будет премьера, якую я написал специально под концерт 26-го, завтра так само почуете. Но вот эта песня называется «Заяц варить». Что? Пиво. Пиво, правильно. Была история, я, может быть, рассказывал тут в Могилеве, но я, покольки так стараюсь развивать жанр стендапу белорусскому много, ну, музычный, з гітарою в зубах, стараюсь, ну, покольки я весь час думав про стендап, ну, по-белорусски вельми тяжко матюкаться, і ввогуле, ну, коли послухати стендаперів сучасних, я не так це все просто, їх так ввогуле, якби тормозов нема, а мені тяжко, я цей образ вже створив за 20 років, і мені тяжко тут з вами таке щось гостре сказати, ну і нема сенсу, тому як от такі відносно веселі історії з життя, годов, може, 8 назад у Старих Дорогах було 2 концерти у межкомпанії «Будьма» в школах. І поскольку Старі Дороги – це столиця самогоноварення білоруського, там, ось, на моє питання, діти, вірш називається «Заяць варить», ну, а там вся школа, технічки, фізруки, там, ну, все наставники. І вся школа одним махом так, самогон. Я думаю, ну помилка некая такая некая. Ну, бывает, там, через пару годин наступний концерт у другой школі. І літерально то саме відбулося. Тобто, якби, варіантів не було просто інших. Там, не то, що пиво, там, каша, там, суп. Там. Ось. І це історія про туман, у яким нечто відбувається, тому що туман настільки моцний, і, видать, некая бабка нашептала Владимиру Короткевичу, что «Заяц варить пиво», классная тема, напиши вірш. Ну, уявляем, як это виглядає, процес, значит, некое вогнище, котелок висить, семья зайцов, тата, мама, детки, ну и это вот вогнище, значит, палая, и в этом котле бурбалки. То есть, якби, я бы хотел, чтобы вы зараз на некий момент песни стали бурбалками. И вот эти бурбалки показывать можно в хаотичном режиме, не ритмично, потому что, ну, когда вы уявляете, як нечто там кипить, то оно так буль, здесь там в ином месте этого котла, и тому можно поспробовать зараз так хаотично, вот як икота приходит, то есть самый буль, спробуем. Буль, 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 давайте. Такие культурные люди Могилевы. Буль. Туман плывет из низины силы, над Нивой голой и пустой. Глядите, заяц варить пиво, жартують люди між собою. А я ведущим бачу зроком, як ён присів калявню. Пригуби шери, красавоки і пиво варить з ячменю. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ялина искрами стреляет, а ён приладил котелок и треской варево мяшает, каштуя, сплевывая на бок. И пиво заяц варить густо, а на закуску бурачок. Трава, заячья капуста и ялина синоручок. Буль-буль-буль-буль-буль. Булькайте, 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 буль-буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль. Зайчихой выпьють помаленькой, и деткам трошки поднясуть. Пужливым голоском тоненьким цвітела морква завядуть. Цвітела морква, лай-лай-лай, под ёй зайчиха, лай-лай-лай, под ёй зайчиха, ла-ла-ла. Буле-буле-буле-буле-буле, 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 вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы. Давайте не спать! Буле-буле-буле-буле-буле. Побачиш, не гони за псады, дай хоть на гэты день спокой. Повинна быть и у зайца радость,
перед холодной зимой. Повинна быть у зайца радость перед холодной зимой. Повинна быть у зайца радость. Давайте закипать. Ну, когда это пиано, то аккорды. И... Буль-буль. Буль-буль, давайте. Коуч приехал с днем она. Буль-буль-буль-буль-буль. 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 Ну, такое, что правда красиво. Ну, это вже такое, хто як подрихтувався, я завжу. Зараз буде прем'єра пісні на вірш Владимира Короткевича. Вона має назву «Ти і я». І поскольку ви вже зараз трошки розп'єте, там вельми просто припів. Ну, я його придумав, просто вірш називається «Ти і я». Ну, я вирішив, що припів може бути так і співатися. «Ти і я». Ти і я. Тяжко, ну, буду старатися. Ты и я пролескал снах бурану, рылся вишню яростным огни. Кропля на спине левиафана, радуга на крылах навальниц. Кропля на спине левиафана, радуга на крылах навальниц. Ты и я, ты и я, ты и я, ты. Под девятым валом ветром Ниццы, берст, что огнем обнял Перун. Паутинка в пекле навальницы, откажу на ухо логару. Паутинка в пекле навальницы, откажи на ухо логару. Что ты и я? Ты и я, ты и я. И як мне здужать ураган и ветер, вечный мой затятый страшный бой. Як мне моцно прожить на свете без тебя, Танютка, и слабой. Як мне моцно прожить на свете без тебя, Танютка, и слабой. Та-т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 а. И ты и я, ты и я, ты и я, ты и я. Хіт, як сказав би Ханов. Дякую. Зараз, як уже так покольки ми почали співати, вельми пригожа пісня, так само по версии Эдуарда Ханка, могла бы быть 100% хитом, и она ее хит, она называется «Белорусочка моя». Герой этой песни по всем свете ездил, але зустрів своє кохання тут, у Могилеве. И вот поскольку есть люди, я дозволяю эту песню спевать кто як хоче, каля вогнища со сцен могилевских филармоний, где завгодно, авторские платить не треба. Вельми просто там припел «Бела, бела, 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 белорусочка моя». Так то есть то, что Ханов сказал бы суперхит. Я блукал по белым свете, я шукал тебе одну, и летал за мною ветер на чужую сторону. Я с надеей обдымался, целовался я с весной, я с тобой не сустракался, разминулся я с тобой. Мне спотканник призначали, прихожу не басни, не занятыми очами. Поглядали на мяне, ты однойче поглядела, не чужая, а своя, бела-бела,
белорусочка моя, ты споткалася, як дзік, калі стаў я сумаваць по незнаной, по одиной, той, что Бог не дал споткать. И душа моя сомлела, як тебе убачил я, бела-бела. Мне спотканні призначали, прыгажу не палясь мне, незанятыми вачами. Поглядали на мяне, ты однойчы поглядела, не чужая, а своя. Бела-бела, бела-бела, белорусочка моя. И соло баяна, рэп-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, ваши руки. Что у мой вандроўны лёс, і як ластаўка зляцела з васільковых сінях вёс. І аж сэрца зазвенела, як цябе ўбачыў я, бела-бела. Белорусочка моя. Мне спатканні прызначалі, прыгажу не палясь мне, незанятымі вачамі. Поглядали на мяне, ты однойчы поглядела, не чужая, а своя. Бела-бела, бела-бела, белорусочка моя. Мне спатканні прызначалі, прыгажу не палясь мне, незанятымі вачамі. Поглядали на мяне, ты однойчы поглядела, не чужая, а своя. Бела-бела, бела-бела. Ты по столам пошел. Гэта была песня Владимира Некляева с альбома «Танго з рыжай». Это есть сярод беларускіх дзеячоў. Яны любяць Перагольскі назваў, напрыклад, альбом про «Равіны году» «Равіны году» на вяршэле Камоцкага, а нехта з іншых дзеячоў назваў «Танго з ружай, танго з рыжай». Вось, а эта песня была для альбому «Пошня со скрипками», як він називався, вже забувся. І він ёсць, так само можна, кому эта песня подобалася, не буде послухати. Зорка Диму згадав, що ж таки не такі. Водички можна попросити, як хто принес. Зараз песня на верш Олеся Камоцкага «Прем'єра». Яна была написана у Вайтюшках. Олесь приехал на несколько дней отпочить. Вот он 2 дні побыл, сказал, побыл як месяц. Такое чувание, говорит, поветра хоть, як он сказал, поветра хоть жри. Называется песня «Чарговый день». Подарился свет свой чарговый день тому, кому хотел. Показав шляхи на все боки, кто может, хай іде. Ды сказал не усім, где чакае ночь, ці ж трэба тое вам. Испытал я тут, хтосьці бачыць суд, ці я застаўся сам. Испытал я тут, хтосьці бачыць суд, ці я застаўся сам. Пачакаў сусвет, покуль сподзіў быў на правільны адказ. Ды паклікаў ноч, што брыла наўзбоч, засведчыць новы
час. Дзень застаўся там, дзе пачатак сну даў справам адпачы. Там, дзе час цячэ, нарадзіць яшчэ для прыйшлага прычыны. Там, дзе час цячэ, нарадзіць яшчэ для прыйшлага прычыны. Падарыў сусвет свой чарговы дзень таму, каму хацеў. Паказаў шляхі на ўсе бакі. Хто можа, хай ідзе. Ты сказаў мне ўсім, дзе пануе ноч, дзе ж трэба тое вам. І спытаў, як тут. Хтосьці бачыў сон, дзе я застаўся сам. І спытаў, як тут. Хтосьці бачыць сон, дзе я застаўся сам. Ну і зараз я хотів вам сказати, що гэты год прем'єрний, тут шмат нейкіх таких нових пісень з різними авторами. Так само пишуться вірші, пісні на вірші Олеся Ліпая, якого не стало полтора роки тому, який був у Витюшках, там на фестивалі у мене у червні, а вже його не стало. Ось, ну, это, может быть, я вам это покажу, песню, ты уже рассказал, да показать можно. Песня называется «С полону». Я написал эту песню, так отрымалася в Варшаве, ось я працую в театрі у Варшаві, і там є така квартира в самому центрі Варшави, вельми зручно. Там нікого не було, і я так просто, Олесь ще був живий, просто подумав, треба нещо таке придумати. І ніяк так одразу фламенко, думаю, вот якби там по вулках тараки вядуць рабоў. Я не ведал, что Тарака, я после позвонил Олесю, запытался, что такое Тарака. Он говорит, старый испанский город. Я одразу себе намалевалась такая история, что вось сышел на берег старой Тараки белорусский морак. Потому что, морак или княства Литовского, Речи Посполитой. Вось. И он давно не отчувал эту землю под ногами, и он вырашил пройтись, погулять просто, ось, якби. І раптом він зустрів процесію, де везли рабов, серед таких рабов, він бачив вельми пригожу дівчину, як у голлівудському фільмі вирішив її викупити, типа забивати святого Ахову, тому що він раб, він такий, ну такий, вот чоловік. И скрасть ее, а пока кожная женщина марит, как она, хоть кто-нибудь ее раз уже скрал на белом коне, и вот як финальные титры, там, The End, и он, значит, на этом коне утекает, и она тут лежит, уже, значит, тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык, все, как бы, happy end. Ну, зараз мы уявляемся такой песней. Сподіваюся, что я не забуду слово. Пять басы, вязуть гранов на фермаш полоны, укрепил бедные ямары, волы тягнут за птицам, шкадуют повольно. Я увидел тебе в одним из восков, и крочу следом от самого порту, плыве понад микусней городской образ твой, повабный и гордый. Кто ты такая? З яких краев? С позерком рыси и колца зеленым. Якими гроши, чьей кровью можно тебе вырвать с полу?
погони, зато я твердо ведаю, что я за славу твою девчина, хоть на бездумье буду готов, хоть на безмерную доброчинность. Хто ти така? З яких країв? З позірком рисі і коса зелен. Якими гроши? Чьей кривой можно тебе вырвать с полов? Тримайся, не дай им своей связы, еще крику, и вольным станешь, полука караха рыбять воды, а сердце мое полонь. Кохання. Хто ти така? З яких країв? Позірком рисі і косами зелен. Якими грошима, чьей кровью можно тебя вырвать из полону? Кто ты такая, яких краев, озерком рысит с косами зеленым, якими грошима, чьей крылой можно тебе вырвать с полону? Еще одна хорошая песня на верш Алисы Липаевой. Называется «Я брал тебя за руку». История песни, ну, така досить, я как-то после Алисы не стало, мне так было соромно за то, как я себя поводил. То вот так бывает, видите, человека не становится, как ты так думаешь, блин, ну, а він Зміцер так мені казав, чому ти не співаєш пісні на мої вірші? Кажу, Олесь, мене тут не кляє, мене тут Маяковський, почекай трошки. Ну і там, якби, ми, дякую Богу, Акурейчик, а я ще був тоді заборонений, а Акурейчик робив некий фільм. І сказав Олесю, давай якусь пісню на твої вірші вставимо. І от Ліпай мене купив, можна так сказати, таким чином. Давай ми твою пісню вставимо. Ось гэтую у кино, я думаю, о, вечность пропаду хотя бы. Называется песня «Я брал тебя за руку». Я брал тебя за руку, давай научу летать, на воле я к пауку, тянет и самоту ткать, ты вырывалась, стоя был ветра порыв, и потом гублялась по уличным гушары. Я тебе обнимал, давай научу летать, бо свет без кохання дурман, бо все без кохання дарма. Я тебе обнимал, давай научу летать, бо свет без кохання дурман, бо все без кохання дарма. А ты вырывалась з-под моих мягких крыл, и потом гублялась у уличным гушары. Лятаю поміж зорниць, шукаю тебе оттуль, не боячися на больниц и поляуничных куль. Я веру, ты здольная, покинуть навек село и стать душкой вольною, со мною крыло в крыло. И научу летать, и научу кохать, бо свет без кохання дурма, бо все без кохання дарма. И научу летать, и научу кохать, бо свет без кохання дурма, бо все без кохання дарма.
Я веру, ты вернешься з вулічнага гушару, и в небесный обсяг я тебе заберу. Что? И научу летать, и научу кахать, бо свет без кахання турма, бо все без кахання дарма. И научу летать, и научу кахать, бо свет без кахання турма, бо все без кахання дарма, бо все без кахання дарма, бо все без кахання дарма, бо все без кахання. Вот сам себе думаю, столько хороших песен написал. Молодец. А зараз, ну, две прем'єри. Ну, замість того, як на святочний концерт приїхати з упорядкованими творами. А я люблю так, вот, по-перше, так їх можна, як це таке слово, коли шмат концертів, і так випробувати ці пісні, да? Як петь по-російськи можна так. Два автора молодых, ну, для меня они молодые, для 20-годовых они уже старые, потому что им уже по 30. Первая песня на верш Микиты Найденова, ему будет зараз, будет 30, может быть. Такий вельми активний поэт, і вогуле він такий, громадським діячем його не назовеш, но культурний діяч. Він шмат в Мінську робить, що перекладає для Юзарі, для неких там артистів, які по-білоруську співають на славянських базарах. Ну і ми... Гэта ягоная песня, ягоная музика нават. Я вже так... Нават цікаво було поспробувати чужі пісні поспівати, тому що колькі може самому писати хороших пісень. Песня називається Help Me. Ну, так, уже всіх так, обудить, потому что, если скажешь «да поможи», то да, отлично, это белорусская допоможность. Як кажуть рэперы в сусідній країні, такая сопливая песня для девочек. Девочки усмехнулись. Теперь давай спочатку, хай пройшло доволі часу. Щастак так і не собраўся бед. Зрываў нібы пальчатку, нечага чакаў начамі, адключаўся ад звычайных спраў. Спрашаўся колькі мог і часам нават ад адчаю прызвычаюся да маўчання твайго. І што такога надзвычайнага знайшоў, ці скажаш мне? Хто цябе чакаў і сустракаў, калі я быў далёк? Хто з табою жыў, як на мяжы, калі я стаў чужы? Першае расстанне ў каханні не праходзіць лёгка. Як бы ні было забыць яго, дапамажы. А далей пачалося тое, сталі ліць пустое, стой альбо не стой гісторыя, напісаў сваіх гісторый, сторис. Успомнили, что не ставало 100 причин, как жить пристойно, и напевно только не здається две. А лишь постой, коли вырашали не ворушить и чистым листом все починать снова. Снова. Чему ж таки не самостойный стал, ты скажешь мне? Кто тебя чакал и сустракал, коли я был далек? Кто с тобой жил, як на мяжы, коли я стал чужий? Першае расстанне ў каханні не праходзіць лёгка. Як бы не было забыць яго. Help me! Лай, ба-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, лай-ла-лай, ла-лай. Кто тебя чакал и сустракал, коли я был далёк? Кто с тобой жил, як на мяжы, коли
я стал чужим. Першее расстання у коханні не проходить легко. Як би ні було забыть його, допоможи. Як би ні було забыть його, допоможи. Як би ні було забыть його, допоможи. Дякую. Не так давно я выступал в белорусском лицее у Бельску на Патляшек, это Белосточно. И впершиню, может быть, за, ну не вядома, за 30 ці за колькі гадоў, ну там, калі лічыць, што я інстытут закончыў в 95-м годзе, я пачаў, там была дошка, я маляваў краіды для этих деток, якія читаюць по беларускую ноту цяжкасцю, ну що ж такі, я навучыўся в беларускім лицеі, я написал текст Віталя Рыжкова, поэта, так само, такі, для кого молоды, для кого не вельмі, но ён таленавіты, ён класна піша тэксты і сам выступаў у якасці рэпера беларускамоўнага, гэта такі як бы крок, ж такі моцны, я яго вельмі паважаю, як аўтара. І песня, гэта ўжо моя музыка, называецца «Лепш разам». Вот мы уяўляем эту дужку зараз. «Лепш разам, сам насам, менш казак, адразу». Как бы «Лепш разам, сам насам, менш казак, адразу». Спрабуем зараз я. Ні ў чым не бывае адной прычыны. І з гэтай прычыны пра ўсё памаўчым, так лепш навучылі. Жыццё навучыла заўжды пакідаць за плячыма суплёты ўчынкаў, каб летучы знікаць уначы. Але магчыма лепш разам, сам насам, менш казак, адразу. Лепш насам, менш казак. І ми заблыталіся, як навушнікі, і праз гэта ўсё напружання моташна і успешна. Ніяк не навучымся расставацца лёгка і прыгожа, і каб усе пераможцы, што тут дапаможа, а можа лепш сам насам, менш казак. Лепш менш казак. Робіць час павольным, імклівым, па-рознаму кожны. Я п'ю паасобку гарэлку і піва. А може лепш разам, сам насам, менш казак, разом. Лепш разом, сам насам, менш казак, разом. Лепш разом, сам насам, менш казак, разом. Лепш разом, сам насам, менш казак, одразу. Дякую. 100% хит, якщо дам допомогу. Так, с чего почать? Ну давайте еще пару песен. По-перше, зараз мы зробимо рекламную паузу. Хутор Витюшки в самом центре Великого княжества Литовского. Я, господа, запрошаю вас зимой, и летом, и весной, и зараз пригоже, и в уголе, и самое главное, что тихо, и, як казав Камонский, поветра хоть жри. Песня, наверное, Владимира Никляева, называется «Витюшки». Можно ее там различивать как реклама.
озера з ньомом пливуть, і пливуть праз вяки на купальянки, та їм Божа пірих обминуть. Тут пеют соловьи, тут звенят жауруки, и далеко чувать на увесь край. Вайтюшки, 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 это рай, это рай. Тут в бурштиновых зорах салют, тут криштальные росы горать, и в чаровных лясах только тут ветку папороть можно сорвать. Тут пеют соловьи, тут звенят жауруки, и далеко чувать на весь край. Вайтюшки, 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 это рай. Тут спыняются ночи и дни, тут на березе вечной раки. Я тебе обдыму, ты меня обдыми, навеки, навеки, навеки. Тут пеют соловьи, тут звенят жауруки, и далеко чувать на весь край. Эй, вайтюшки, 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 это рай, это рай, это рай. Тут пеют соловьи, тут звенят жауруки, и далеко чувать на весь край. Вайтюшки, 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 это рай, это рай, это рай, пам-пам-пам. С альбома на верши Владимира Никляева «Зорка Дива» песня про жаночие имена, как уже купить вашу уже, как сказать, лояльность. Песня называется «Наши коханы». Эту песню, конечно, лепше спевать на 8 соковика, но в принципе можно спевать кожен раз свою кохану. І тим більше, що ми зараз підійдемо до теми білоруських мужчин, які треба бігати, ну, як вже бігати, так треба капнетка і пирог, це значить ви женщина. Нехай щодня співають пісні вам солов'ями, юнаки, Янины, Ольги и Олеси, Карины, Нины, Зиночки. Нехай вам летом и зимой на сердце будет сонячно Марии, Виолетты, Зои, Раисы, Стаси, Сонечки. Самыми, самыми будьте жаданными, будьте самыми, самыми. Кого назвали, поднимите руки. О, уже бачите. О! Нехай спрятаются обдымки, нибы осельные рыбки, Людмилы, Ксении, Катярынки, Ирины, Вики, Клавоньки. Хай назвали, хай будут кветками расшиты сукенки ваши, белые Марины, Дарьи, Маргариты, принцессы с королевами. Самыми, самыми будьте жаданными, будьте самыми, самыми. Таба-даба. Нехай життя ніби на балі, вас легко кружить вальсами, і Лони, Єви, і Наталі, Святлани, Лени, Валечки. Хай хмелять вас пяшоти слови і приглядають знов і знов жартушками у сад весновы, надія, вера і любов. Самыми, самыми будьте коханными, самыми, самыми. Кого не назвали, поднимите руки. Как вас звать? Кристина. Вас? Татьяна. Кого еще не назвали? Ину. Ину не назвали? Нет. Нину не назвали. Так, Ина была. А Юлия? Юля, так, специальная комиссия, я думаю, что не будет. Повторите, пожалуйста. Ну там был такой специальный припев, не припев, такие строчка «Принцесса с королевами». Так что включаю. Вы принцесса с королевами.
самыми-самыми, будьте жаданными, будьте каханными, самыми-самыми. Зараз спробую. Ні, пісня складна. Зараз ми переходимо до основної теми нашої зустрічі. Это коляды, потому что коли бульбу белорус выкопал, до чего он рихтуется? Правильно, товарищ, до коляды, потому что паскудный листопад уже прошел, хотя в этом году скатится хороший, теплый, в принципе, был нормальный листопад, но вот солнце было, у некоторых мест Беларуси, не ведаю, как это у вас у Могилеве, а у нас в Утюжках это голова. Песня, яку год назад ми зробили разом з Владимиром Никляевым і ще брали уділ у записі пісні гурт РСП. На коляды коляру коронки, на коляды пароходы подарунки. Месяц сребряный и зорка золотая, у валеночку святого Николая. Николай, подойди вечером до лестниц, зазвенить его звоночек на подбор. Над одним твоим окном узыди месяц, над другим твоим окном узыди зорка. На коляды диво справдится любое, на коляды все молитвы Бог почует. С одного окна ты глянешь у другое, и в подгорку месяц зорку поцелует. Ты прочнешься вся счастливая на ранку и расскажешь мне про цуд, який приснился, и тебе я поцелую на світанку, а твой сон колядный на світанку сбылся. На коляды диво справдится любое, на коляды все молитвы Бог почует. С одного окна ты глянешь у другое, и в подгорку месяц зорку поцелует. На коляды диво справдится любовь. Ваши руки, як солодуха, с одного окна ты глянешь у другое, и в подгорку месяц зорку поцелует. Дякую. Зараз спробую виконати пісню з диску, який називається «На коляди». Ми його видали. Це таке дитя, яке виношувалося годов 18 прикладно. Це пісні, присвячені зимі, колядам і Новому году. На верши Олеся Комоцкого, Григора Бородуліна, Геннадія Буралкіна, на народні вірші. Так само пісня, яку ви зараз почули, ми останні 4 роки активно з Владимиром Никляевым, такий подарунок для білоруського народу робили, ось якби там «Ой, колядка моя, коляда», така дурна пісня така трохи. Ось, ну і ще ось цю пісню. Так само був такий період. Спробую зараз виконати цю пісню. Як до мене? Вже не пам'ятаю, давно не робив. Називається пісня... Зараз згадаю. Шалік. Ось, ті, хто мають шаліки, зараз на себе я бачу одну. Ось, не пам'ятаю, як вас звати.
Не, у вас шалик. Это ее шалик. Як вас звати? Юлія. Юлічка, у вас шалик є, і зараз шалики всім потрібні. І у вас так само, пробачте. Ну, некоторые все-таки я зауважив, так і вас, всім тих, хто не зауважив, з шаликами одразу пробачення. Так ось, історія пісні така, що я позвонив Владимиру Никляеву, здесь там у Костричнику, я ехал на Бардовскую осень, кажу, Владимир Прокопович, вот классная тема, вот шалик застався, а человек, ну там, ну дай Бог живий, ну просто якби вот, ну, там, вона зв'язала, ці купила і подарила. А він такий теплий, зручний, ну якби так, шкода ж викинуть, ну там, речь хороша, що тут люди. Ну і от якби навеяло такі успомин з цієї історії. Ну і Владимир Прокопович написав текст, показав свою жонце волі. Это не про ту песню, но тем не меньше. Ну, ладно. Ризовее полотни, я наливаю полмешка и вспоминаю, як ты мне подарила шаль. Кружился вдоль карагод, и белый снег кружил и падал на Новый год, на Божие коляды. Зазови завет, за зустріче розстання, шалик твой мяне грэй, сагравае каханне. И коли я иголкой успомин протинаю под колядной елкой, я вина наливаю. На рамку свечки догорать, дымком потягнет горьковатым, яшчэ мы будем вспоминать. Яшчэ все не минут свят. Няхай цябе са мной няма, але ты ў снах моих лятаешь, на шалику мое имя шелковой ниткой вышиваешь. Зазови, за зустріче розстання, шалик твой мяне грэй, сагравае каханне. И коли як иголкой успомин протинает под колядной елкой, я вина наливаю. Зазови завея, за зустріче розстання, шалик твой мяне грэй, сагравае каханне. И коли як иголкой успомин протинает под колядной елкой, я вина наливаю. А зараз давайте поспробуем з вами придумать такую заспевать колядку. Ага, давно не играл. Потому что приехал в Могилев, отрепетирую. Значит, задача, давайте поделимся, ну, по гендерному уже этому. Девчата будуть такое. Значит, спочатку хлопці, ми всі колядовщики. І зараз з вёски у вёску ходим и, ну, просим там что-нибудь, как нас там почастовали чем-нибудь смачным. Значит, покольки снегу шмат намело, то нам тяжко їсти. І хлопці йдуть такі, значить, так, вот таким ритмом. Раз, два, раз, только роблять так. Давайте, хлопці, давайте. И. Ага. Девчата, а вы такое. Сзаду там что-то гундосите, бубните там. Девчата, ваша партия. И. Отлично, поехали. Хлопцы, поехали. Девчата, гундосите.
под окном колядник чаў пецца. Клічце яго ў хату, ён вам будзе спяваць і каляду. Ну да я что пошла с тобой. Ямин-ямина, звеселися, дружина Христовая. Ямин-ямина, звеселися, дружина Христовая. Метель, завея, а в печи пироги сядьте. Там мои моченьки, глядьте. Туди-сюди виглядав, по одному доставав. Наевся. Ямин-ямина, звеселися, дружина Христовая. Ямин-ямина, звеселися, дружина Христовая. Можно еще так робить. Ну и третій куплетами пісні, як у шмат таких текстах білоруського фольклору, такі трохи кривожерні, ну і трагічні. Мой герой от своєї сквапності, він як герой фільму Ален Делона, загинув. Як печи пирогов не стало, полез я на гору, посала, а я сала не достал и с дробиною с горы упал. Забился, Ямин-ямина, веселися, дружина Христовая. Ямин-ямина, веселися, дружина Христовая. А зараз ви ямин-ямина на ваші і ямин-ямина, веселися, дружина Христовая. Ямин-ямина, веселися, дружина Христовая. И я бы с одной вёски в другую держать, ну давайте трошки вашего голоса. Так, шеї прийшла громада у неку іншу вёску. Путіна Ті Васильевича. Дякую, браво! Ну, ось такий музичний стендап. Я сьогодні не шмат говорю, в принципі, звичайно, я много говорю, больше, чем спеваю. Что самое приятное в отношениях мужчин и женщин? Ну, вы подумали про нечто. А я вам скажу, это, коли яна утякая по снезе, а он ее старается зловить. Ну, и не домовились, и вот такая хованки, там, ну и такая вот, и такая дорожки, там, снегом по колено. И вот она такая спритнейшая, а он уже так уже стомившийся. И я замучился. Но в конце концов, все, он счастливо валяется в этом снеге. И вот эти герои полотна Марка Шагала постоянно взлетают и летят над Могилевым, над Витебском, над Кревом. А на коляду, снегопад. Над Кревом стемнело, и першая зорка взошла, совсем молодая, и светить не умела. Покуль ты шукала, покуль ты меня не знайшла, над Кревом стемнело, рачулка знямела.
Под льодом сутішивши бег, завея соспела, пришли снегопады. Покуль ты на гадку збирала, твой паленочек снег, настали коляды. На коляды, снегопады, не проехать, подымайся, як снежинка, от стяжинки, от ялинки до ялинки у моей обдымки. Звоны зазвенели, Христос усміхнувся з небес, колядная зорка то гасла, то зяла. Ты рады пытала, что гэтакі выпал нам лёс, які выпал лёс, не казала. На коляды, снегопады, не проехать, подымайся и лети. Подымаемся и летим, як снежинка, от стяжинки, от ялинки до ялинки у моей обдымки. На коляды, снегопады, не проехать, подымайся и лети. Як снежинка, от стяжинки, от ялинки до ялинки у моей обдымки. У моей обдымки. У моей обдымки. Ну, яшчэ одна песня, яна, правда, не ўвайшла, па якой прычыне. Калі я вырашыў, што калі ў наступны год гэты дыск пойдзе добра ў гэтым годзе, то мы вырашым яшчэ зрабіць наступную серію вот такого падарунка. Может быть, там будуць розныя выканаўцы, таму што ва ўсім свеце гэта натуральны працэс, і песні перапіваюцца з году ў год рознымі выканаўцамі, і ёсць класіка пэўная такая калядная, там, ну, вы ўсе ведаеце, у ўсіх гіпермаркетах яна зараз гучыць. А, трэба, каб наша так само гучала. Песня была написана на Новый год, 16, может быть, Владимиром Никляевым, якраз у Войтюшка. И называется, ну, баю-бай называется, такая, «Коли твоя каханая, вось, заснула тебе на плечи, и, а ты боишься поворушиться, и, а она, абы у кого не засне, она тебе любит, а ты ее любишь». И ось камін, ну все так, як треба на такому язикі. Зорка вычерканная взошла с ночи. Моя каханая на твоей ночи. Баю-бай, баю-бай, ты узнал, летишь. Ты кахай, меня не кахай, солнышко, як спит. Ты кахай, меня не кахай, солнышко, як спит. Ай-ла-ла-ла. Стежки у всех заметены снегом и листьем. Наши пальцы сплетены смертью и житьем. Баю-бай, баю-бай, ты уснул, летишь. Ты кахай, меня не кахай, солнышко, як спит. Ты кахай, меня не кахай, солнышко, як спит. Ла-ла-ла-ла-ла.
земли мы злучаны лёсом мотыльком. Небом мы заручаны до веки веков. Сны плывут за небо край, мы у сна летим. Ты кохай, я не кохай, солодка, як спи. Ты кохай, я не кохай, солодка, як спи. Ла-ла-ла. Ну і на розвітання, тому що зараз всі пісні, які я вам виконую, то ви у Соколику за гроші не прийдете. А я бы хотел еще раз приехать. Ну, трошки розкриємо тему мужчин, тому що я так в жартовливой форме хотел бы, как не только про девчат звучали песни, а как девчаты не а ты мой золотый, ты мой орел, ты мой самый лепший. Как ён в 40 своих годов починал только жить, разуметь себе, свою физиологию, свою психику, а не пошел бы спиваться с утра до вечера. И до хаты хотел бы вертаться, а то после фабрики куды он иде? Правильно, товарищи. И он иде напивается, а после сонный пьяный перетается до хаты, и там а в субботу он натекает куды? На дачу. И так все життя, и вот экономика так не расте. А коли ему ты мой орел, ты хороший. Вот ты сегодня помолился, Дуся, но я у тебя верю. Ты мой вот самый наилепший, ты мой золотый. И коли мужчинам белорусским это казать, то яны почнут это воспринимать серьезно. Вельми серьезно. Они почнут мыться, они почнут робить все справы вельми добрые, и экономичные, и политичные, и психологичные, что вельми важно. Песня на вірш Владимира Некраєва, з історії така. Я дозволив ансамблю «Єриш» Белорусского державного университета спевать эту песню. И они эту песню отправили в Витебск, на Славянский базар. Там это как бы выбираются, это значит сидит режиссер. Говорит, ой, какая хорошая песня, ты золотый. Говорит, а кто ж написал музыку, кто композитор? А еще ты был забороненный. Говорит, Вайтюшкевич, да вы что, с ума сошли? Что ли? Ну ладно, кто написал такой классный текст? Неклеев. Да вы что? Песня называется «Витебск 2030». Миновито, ну, пробачьте, Могилев. Миновито в 30-м году меня врешті запустить на эту сцену Славянского базару. Солодухе будет уже 75, там что-то 78, уже все. Ресурс не той, а тут я, молодой 60-годовый качок. Ну и вечно молодая Алена Спиридович объявляет: на сцене Зимитер Вайтюшкевич, и пошла фонограмма. Я люблю вас, Витебск. Замечательная публика. Я люблю вас. Людей життя як золотое, у сусіда воїнки майба, а моє життя зовсім не тоє, а моє життя ну просто жаль. Я такий бідний, як той грошений, я зовсім не крутий, а люди тая, що в мене какая красоты, золотых, 35 тысяч золотых. У соседа выдра молодая, а я фут разнорки ей купил, а моя ніколи не питає, з ким гуляв і кольки я пропив. О, о, о!
напілаваць, а моя ніколі не пытае, дзе я сёння буду ночаваць. Я такі бедны, як той грошны, я зусім не круты, але мне тая, што мяне кахае, кажа ты. Вот! Золотая у мяне царыца. Вот. Я ж автор думал, текст писал. Не писал королева, там, царыца. Я спочатку думал, что ну, царыца, там, это значит, ну, как бы, потом, ну, некий образ был інший. Потом я думал, что все-таки царыца, это великая, повинна быть. Это помер. То есть, емкая женщина, там, ну, XXL. А, не ведаю, як у вас в Могилеве, а у нас одноклассник, я сам з Березовки, школа зовут Ньоман, там, ну, 15 тысяч местечко, и одноклассники все встракаются правильно в Евроопте. Я вот некоторых навод одноклассников не познал, там стоим в черзе, там, ну что, съездил в Америку, заработал денег. Ну и я придумал такую историю, такого не было натурально, нема часу. Ну, вот эти одноклассники собрались, у Евроопте нечто там купили, и там у нас березовый гущар. Ну давай, рассказывай там, ну все, нарезай там, это все. Вот. И тут спиняется маршрутка с Лиды, и выходит царыца. С пакетами, с будовничей крамы, там это все, там, клей, там что там, фарбы. Она такая, золотые, иди. И он такой, мужики, ссоры. И открыли двери, пошли в подъезд, железный дом, телевизор включили, сегодня горячий сява. Я подумал, что подкаблучник, подобцасник, пантофля, что такое польское слово, ну не завсёды, як би, ну, мужиков это не престижно. Да, там, як би, а тут, но, коли одной, что может быть, она ему сказала, знаешь, да, ну, знаешь, что ты сегодня никуда не идешь, вот. Вот все, что тебе треба на сегодняшний вечер, и вот только со мной ты сегодня. Ее, ну, я так послухав, я один раз у житті. Завтра прочнувся такий, о, дякую Богу, що вчора нікуди не хотів. Дякую, моя Соня. Золотая. Золотая у меня царица, а другой такой нигде не взять. Як з такого щастя нет, с радости такой не загулять. Я такий бедный, я той грошеный, я зусім не крутий, але мне дає, що мене кохає, каже ти золотий. Я люблю вас, Вики! Самая червона! О, клетки, боже мой! Вау! Ну, на такой жартовливой ноте мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Еще одна песня, может быть, одна по ваших просьбах. Как вы пришли за гроши у наступний раз. А то я зараз вам все виконую. Колыханка для дорослых мужчин. Колыханка для дорослых. Ха-ха-ха. Текст не взял, я забыл. Про вовка не співав. Давайте, актуальная песня, якой история так само. Вот можно сказать, что стендап сам собой так нараджается. Я, коли починал сольную карьеру, думал, ну, надо придумать некие такие глобальные проекты, ну, все думал, как меркам песняров, там, ну, некие такие. И на телебаченні белорусским я побачив Леоніда Дренько-Майсюка і підійшов до його, кажу, я, починаючи автор-виконавця, хотів би написати щось на ваші вірші і пожитав, що ми таке ґрунтовне, такий проєкт, наприклад, про меблю. Там, где есть песня про кресло, песня про канапу, песня про ложек, песня про креденс, там, не ведаю, там, ну, еще что-нибудь такое. И он говорит, видите, молодой человек, таких вершей у меня еще покуль нема. Зато у меня есть песня про несчастного козла.
И вот это была такая песня, что козел я и не более, что таки терплю я здесь, что моя такая доля виноватый человек. Ну и там были уже разные іншие образы, там колгасный баран, беловежский зубр, задоволенный певень, дурный собака, ну и был голодный волк. Этой песни уже больше, там, в этом году как раз 20 годов исполняется, уже исполнилось. В 99-м году была написана. И песня вельми актуальна на сегодняшние часы. Ничего не изменилось. Сьогодні этому дому менавіта исполняется 20. Ось, бачите, так что присвящается вашему центру пола. Вышли все мои запасы, а на уме одно, что ни мясо, ни килбаса я не ел давно. Я не шкодный волк, я голодный волк. Он не шкодный волк, и он голодный волк. Пошкодуй, не барак, плачу як ягня. З'їв би я вола, собаку з'їв би я коня. Я не шкодный волк, я голодный волк. Я не шкодный волк, я голодный волк. Школа наша комора, опустел наш хлеб. Шлите ежу мне с замора, как ни струтя нет. Я не шкодный волк, я он не шкодный волк, кажется, в Москве, и он голодный волк, кажется, в Брюсселе. А народ! Не, ну мы так не расстанемся. Noi vi auguriamo ricchezza salute e ora partiamo e grazie per tutto. Montagne, fiume attraverseremo, la vostra bontà e noi mai scorderemo. Godete la vita serena, felice, mangiate la pizza, formaggi, salsicce. E quando il freddo dell'inverno arriva, scaldatevi pure con grappa e vino. 82 годи тому два білоруських хлопці написали пісню, яка всім відома, яку перекладі на шмат мову світу, яку українці думають, що це їхня пісня, литовці думають, що це їхня пісня, а русські думають, що це їх пісня. А це наша пісня. При мені два амбасадора, литовські були і українські були, спорили на 100 євро. Чая та пісня. Я кажу, отдайте деньги артисту. Я ведаю внучку і дочку одного з авторів. У 37-му годі два білоруських хлопця Адам Русак і Ісак Любан написали пісню, яка називалася «Бувайте здорові». Там шмат куплетів, вельми шмат, тому що не було корони, не було євроопта. І все, що було у этом хляве, це все там рохкало, там паслося, давало їжу сім'ї. І от там було шмат куплетів, ну з часом це все трошки так подскоротилося і засталося тільки саме потрібне. Бувайте здорові, живіть багато. Багаття – це не тільки гроші, а багаття – це тепло, коли в центрі кола, правда? Багаття – це дорога, автострада до Могилєва у Мінськ і по всій Білорусі. Багаття – це наше серце, яке заповнене огнем внутрі і звонку, тому що інакше ви сюди не прийшли. І ще шмат що, це є багаття. Я ще хотів сказати одну річ. За ось ці годи, там, у кілька годів незалежності, ні один білоруський банк, навіть самий багатий державний, не придумав своїм слоганом, не купив право, хоча б не подумали, не звернулися.
да, владальников, наприклад, слогану. Це просто, ви знаєте, сказали, стирили просто. Написали, Білорусьбанк, бувайте здорові, живіть багато. А? Все, це давно, все вже історія, вже 100 років пісні хутка. Бувайте здорові, живіть багато. А я вже ж поеду додому. В зеленой Дуброве мы ночевать будем, и вашей ласки вовек не забудем. У вашей Господи широкое поле, нехай же на счастье в свете ваша доля. На речках на ваших бурлели коловоды, плавали с криком гуселька работы, как жито у поля, трубою лилось, как сало в хате, углами лялось, что день у капусте, как плавала, да ёйкали треба. Это все ведают, это как раз таки. Яшчэ задаем прыбытку в хате, не мало, не много. Не буде крылы яшчэ такой, коли пошанцуе на концы подвой. Дорож мы знаем до вас, як гости, и ездить мы будем до вас часто в гости. Эх, кто на две, эх, кто на родины, возить каравай по 2 по 8. Подписывайтесь на канал Вайчушкевич в Инстаграме, в Фейсбуку. И там что-то еще зараз. Став лайк. Бувайте здорові, живіть багато. З нами був скромний, легендарний, харизматичний. Кому треба колядні диски, після концерту можна буде їх робити. Дякую, милі. Всього доброго. Класно, зараз почекайте. Ставили коляду на вашу пісню. Нет, давайте идем да. По центру, не бойтесь, прикраду я вас. Так, давайте.